Упражнение 5. Сұраулар қоябыз. Задаем вопросы. Давайте посмотрим, из чего состоит задание. Сначала стоит троеточие, затем вопросительный знак. И далее идет предложение на татарском языке. Далее опять троеточие и знак вопроса. Следовательно, мы приходим к выводу о том, что вместо троеточия нужно поставить какое-то предложение. Но какое предложение, мы еще пока не знаем. Поэтому нам нужно прочитать то предложение, которое стоит после знака вопроса. Балалар жейін яхшы ял иткеннер. Давайте разберем предложение. Балалар – это дети. Жейін – летом. Яхшы – хороший или хорошо. Ял иткеннер – отдыхали. Получается, предложение переводится как «дети летом хорошо отдохнули» или «отдыхали». Глагол у нас стоит в конце, состоит из двух слов. Это составной глагол «ял иткеннер». И в татарском языке обычно самая важная часть предложения, информативная ее часть, смысловая составляющая стоит именно перед глаголом. То есть татары произносят самое важное слово предложения перед глаголом. В нашем случае перед глаголом стоит слово «яхша». Значит, дети летом отдохнули хорошо. Вот на это слово нам нужно и поставить вопрос. Хорошо. Отдохнули хорошо. Какой вопрос мы ставим на слово «яхша»? Отдохнули как? Отдохнули хорошо. Нам нужно перевести слово «как» на татарский язык. Как переводится нищик? Получается, мы переписываем все слова балалар, жейен, и вместо слова яхшы ставим слово как, нищик. И ял иткеннер тоже переписываем. И ставим после предложения знак вопроса. И наше предложение будет звучать: балалар жейен нищик ял иткеннер. И ответом будет балалар жейен яхшы ял иткеннер. Вот это и нужно сделать для того, чтобы выполнить данное задание правильно. Так, давайте сейчас разберем второй пример, а остальные примеры, я думаю, что вы выполните сами. Смотрим троеточие, знак вопроса и далее предложение. Коля Мәскәүдә булган. Коля – это Коля. Мәскәүдә. Смотрим слово Мәскәү – это Москва. Дә после него стоит. Мәскәүдә. Дә означает даде, тоте. Это падежное окончание, которое отвечает на вопрос «где?», то есть в Москве. То есть Мәскәүдә – это в Москве. Булган – был. Получается, предложение звучит «Коля был в Москве». Смысловое слово, то есть главное слово, информативная часть этого предложения – Мәскәүдә. Где? То есть Коля был где? Коля был в Москве. Нам нужно сейчас перевести на татарский язык вопросительное слово «где». Посмотрите в словарях, запишите себе в словари данное слово «где». Я скажу сейчас «койда». Получается, мы
пишем сначала Коля, потом пишем вместо слова Мескеуде ставим Койда и переписываем слово Булган. У нас получится Коля Койда Булган и знак вопроса. И ответом будет Коля Мескеуде Булган. Точно так же нужно будет выполнить все остальные предложения, которые остались. Самое важное при выполнении данного задания — нужно понять, о чем идет речь, то есть перевести предложение правильно, определить слово, на которое ставится вопрос, определить, что это за вопросительное слово, и перевести данное вопросительное слово на татарский язык. А потом вместо слова, на которое ставится вопрос, мы ставим вопросительное слово и переписываем предложение без изменений. Только в конце не забудьте поставить знак вопроса.